прямом эфире новости Татарстана. Добрый вечер. В студии Даяна Саитова и в начале коротко о главных темах выпуска. Очереди за получением медсправки по всей республике. 3,5 часа простоял тут. Вот. В очереди? Да. 22-го будет от 4 до 9 тысяч. В чем дело и ждать ли повышения цен в разы, разбирался Салават Мухаммадуллин. Навигатор для бизнеса. При помощи вот этого навигатора у нас, наверное, путь, покороче будет и поинтереснее. Что за сервис сегодня презентовали предпринимателям, увидел Дмитрий Аринин. Готовь стаю не летом, а реку осенью. Нокса поднимался до такого уровня, что мост в сторону Дербышек в районе Канавта подтопляло полностью, и даже, скажем, у Дербышека не было связи. О противопаводковых работах Алия Хайрудинова. Пора на службу! Спортивную подготовку призывников Татарстана оценил Ленар Гинатуллин. Завтра в России должен вступить в силу новый приказ Минздрава страны. Теперь при получении или замене водительских прав начнут проверять на хронический алкоголизм и тестировать на 10 наркотиков вместо 3, как это сейчас. Вырастет и цена медосмотра в разы, говорят врачи-наркологи. Это привело к ажиотажу во всех городах России. В очереди за дешевыми справками стоят и татарстанцы. Один из пожилых жителей республики скончался, так и не дождавшись своей очереди. О сложившейся ситуации Салават Мухаммадуллин. Давайте следующий паспорт. Можно, да? Для ГАИ. И таких следующих только в республиканском диспансере сегодня сотни. В очереди за справкой от нарколога и родители с грудничками, и пенсионеры, и молодые. 3,5 часа простоял тут. Вот. В очереди? Да. Зачем? За справкой в ГАИ. Почему именно сегодня пришли? Ну, вчера вот говорили, что завтра 22-го будет от 4 до 9 тысяч. И это при нынешних 700 рублей. А потому очередь растянулась до улицы. То же самое с улицы до 2-го этажа в диспансере Набережных Челнов. Было 1000, а сейчас 7 будет. Как это не смущает? Ажиотаж создали, вот и приехали. Штурм диспансеров идет чуть ли не по всей республике. Эти кадры уже из Нижнекамска. Новость о том, что за медсправку придется заплатить чуть ли не в 10 раз больше, всех мобилизовала. Ой, людей море. И сегодня в одном из диспансеров Казани случилась трагедия. Прямо в очереди за медсправкой умер мужчина 1946 года рождения. К сожалению, спасти мужчину не удалось. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза по установлению причин. И предварительное наше предположение о том, что трагедия произошла ввиду тромбоэмболии легочной артерии. Вся эта ситуация с ажиотажем возникла из-за нового приказа Минздрава России. Согласно нему, перед получением прав наркологи будут проверять не на 3, а 11 видов наркотиков. Плюс тест на хронический алкоголизм. Цена, конечно, повысится, потому что и считаем, что увеличится исследование на наркотики. Увеличивается сразу же. Ну и добавляется дополнительные процедуры, это забор крови. И цена скакнет в разы. Для примера, сейчас полный медосмотр для категории «Б» в Казанской студенческой поликлинике стоит 1650 рублей. Тем временем уже завтра, например, в Воронеже, это будет стоить 5450 рублей. Где-то называют ценник и в 7200. Нас не снабдили всеми необходимыми расходными материалами. Это очень дорогостоящая процедура, поэтому мы одномоментно и, в полном объеме не можем это сделать. И к вечеру стало известно. С учетом обеспокоенности граждан по всей стране, глава Минздрава России Вероника Скворцова решила отложить вступление в силу нового приказа. Введение данного порядка будет отложено на неопределенный срок для анализа ценовой составляющей. Итак, до принятия нового решения порядок медосвидетельствования и цены останутся прежними. Значит, автомобилистам за справками можно идти, но ажиотаж создавать уже не стоит. Салават Мухаммадуллин, Игорь Романов, Фахри Исламов, Фанис Ихсанов, ТНВ, Казань, Нижнекамск, Набережные Челны. История, которая всколыхнула всю страну, дошла и до Владимира Путина. Он заявил, его шокирует тот факт, что такое решение утвердили правительственные органы. Об этом глава государства сказал во время поездки по первому московскому центральному диаметру.
Я сам узнал об этом из средств массовой информации. Чушь какая-то, просто не знаю. У нас минимальный уровень оплаты труда, размер оплаты труда, МРОТ, 11 280 рублей. Такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек. Да еще работодатели частенько, к сожалению, нарушая законы и поменьше платят. А сколько миллионов людей возле этой цифры, чуть побольше. 5 тысяч, если нужно отдать за эту справку, чтобы ползарплаты надо еще отдать. К другим темам. И бизнесу хорошо, и надзорным органам полезно. Сегодня в Казан-Экспо прошла стратегическая сессия Федеральной корпорации малого и среднего предпринимательства. На встрече с бизнесменами республики презентовали новый портал «Бизнес-навигатора». Сервис запущен по поручению Владимира Путина. Какие возможности открывает ноу-хау, знал Дмитрий Аринин. На данный момент у меня проходит сразу 3 проверки. Это прокурорская проверка, пожарная проверка и налоговая. С таким многочисленным визитом надзорные органы пришли к казанской бизнес-леди Алсу Мардухановой. Женщина владеет фитнес-клубом. Проверки бывают как плановые, так и внеплановые. Даже те, о которых мы не знаем. Особенно сложно воспринимать внеплановые проверки, к которым ты вообще не готов. Сделать такие проверки прозрачнее, обоснованнее и возможно избежать их призван новый российский интернет-портал «Бизнес-навигатор» для малого и среднего бизнеса. Нечто подобное в Татарстане уже работает. Это консультативный сервис «Проверенный бизнес». Этот программный продукт был достаточно нужный и эффективный, но по поручению президента страны Владимира Путина разработана более серьезная программа, уже которая позволяет иметь базу данных, получить информацию от предпринимателя. С помощью этого портала бизнесмены смогут представить всю информацию о своей компании. Тем самым надзорные органы будут заранее знать, как там обстоят дела и нужно ли проводить проверку. Кроме того, сервис позволяет прозондировать рынок, то есть понять, какая конкуренция, репутация у организации и где и в какой сфере будет выгодно открыть новое дело. Это возможность аналитики и разработки рекомендаций по тем нарушениям, которые выявлены, нашли подтверждение для их неповторения или отсутствия в дальнейшем. По предложению Рустама Минниханова порталы «Проверенный бизнес» и «Бизнес-навигатор» решено интегрировать. Как пользоваться такими сервисами, сегодня приехали узнать около 1000 бизнесменов со всех районов Татарстана. Будем это самое изучать, типа брошюрки мы получили, значит, мы подключим своих, значит, молодежь. У нас, значит, сын управляющий работает, хорошо владеет, значит, электроникой. Вот эта платформа, которая объединила много возможностей для бизнеса, где можно задать вопросы в обратной связи, где можно узнать, какие бизнесы рентабельные. Мы уже знаем, мы куда идти, но при помощи вот этого навигатора у нас, наверное, путь, покороче будет и поинтереснее. Также сегодня на сессии прошло несколько круглых столов. Бизнесменам рассказали о лизинге, возможностях господдержки, а предприниматели презентовали свои инвест-проекты. Дмитрий Аринин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Где дороги отремонтировали, где освещение поменяли, а где парк преобразили. В республике продолжаются референдумы по самообложению. Сегодня своим опытом работы с жителями поделились главы районов в Госсовете. Если в первый год референдумы проводили 93 села республики, то сегодня практически все. Однако есть и вопросы, которые стоит еще решать. Подробнее Зарина Ахметова. Вот так раньше мучились жители села Ядыгер в Кукмаре. С дождем приходили грязь и бездорожье. Проблему решили с помощью самообложения. Собрали 457 тысяч рублей. А вместе с республиканскими вышло более 2 миллионов. Сегодня в Госсовете Кукмарский район назвали самым активным по самообложению. На улучшение денег жители не жалеют. Например, в этом году в селе Октябрина каждый сдал аж по 5000 рублей. За 6 лет работы программы в районе своих средств собрали на 72 миллиона рублей. По каждому отчитались. В каждом доме культуры пишем, мы проводили тендер, на какую сумму тендер проводили, какая организация тендер выиграла. Покупка щебенки, замена освещения, благоустройство кладбища. Работу ведут и в Высокогорском. Но из-за соседства с Казанью возникают проблемы. Пригород, есть свои трудности. Во-первых, многие работают в Казани, не можем
добраться до них. За 7 лет по программе самообложения в республике собрано более миллиарда рублей. Большая часть средств уходит на дорожные работы, благоустройство и водоснабжение. Главная беда жизни – это безразличность. Вот это безразличие постепенно преодолевается, и население становится заинтересованным, бережливым. Чтобы активизировать жителей, где-то проводят экскурсии по улучшенной территории. В некоторых селах даже возникают соревнования, кто соберет больше. Даже сосед говорит: слушай, ты почему не платил? Не я прошу, давай ему заплати, а сосед говорит: я же заплатил, мы этой дорогой пользуемся, мы водой пользуемся, мы этим трактором пользуемся. Опыт республики перенимают и другие. 34 субъекта страны подключаются к самообложению. Так, после поездки в Арск в одном из сел Якутии появится долгожданная школа. В следующем году они планируют открыть первую школу для сельского населенного пункта. 300 детей, 1600 человек. Если в первый год референдум проводили 93 сельских поселения республики, то теперь практически все. Но так как программа самообложения новая, есть и те моменты, над которыми стоит подумать. Например, над совершенствованием законодательной базы. Это и другие предложения представителей районов озвучат президенту на съезде муниципалитетов в декабре. Зарина Ахметова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Готовься к паводку зимы. В Казани так и сделали. В городе начали чистить от мусора и бобровых плотин русла рек. Сегодня тяжелой техникой волонтеры занялись ноксой. Но кто им порой мешает, удивилась Алия Харутинова. Вот низкие участки, низкие места, идет подтопление. В садовом обществе Ноксинское Егор Семин живет круглый год. В доме газ, кругом природа. Да и реке Нокса забота нужна. Говорит, в 70-е она разливалась так, что дербышки теряли связь с городом. Последние лет 5 более спокойные. Администрация, конечно, периодически быстро реагирует на наши жалобы по поводу упавших деревьев. Довольно-таки оперативно все решают вопросы, спиливают, чистят. В Советском районе, кроме Нокса, еще 2 капризные реки – Киндерка и Вертлевка. На них 11 опасных участков. Чтобы очистить русло реки, деревья спиливают, а позже их вытаскивают. И тут уже не обойтись без помощи вот такой тяжелой техники. К примеру, сейчас вот привязывают трос к стволу дерева и его будут вытаскивать. За раз вывозят по 10 КАМАЗов мусора. Помогают волонтеры. Для Сагдаджана Шарапова конец осени особо жаркий. Чтоб месяц где-то не потопляло, экология, чтоб чисто было, стараются все. Таких, как он, больше 40 человек. Часто приходится не только чистить русло, но и разбирать бобровые запруды. Плотины мы разбираем, то есть кошками, вручную, где-то с техникой. Но бывают случаи, когда сами бобры недовольны тем, что мы разбираем их жилища и запруды. Бывали случаи, что и пытались накинуться на наших волонтеров. Весной работу повторят. К руслам рек добавятся отводные канавы, пропускные трубы. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Как обмелевшая этим летом Волга заставила всех вновь вспомнить про Нижнекамское водохранилище. Подробности читайте в интернет-газете «Реальное время». А сейчас об истории, которая не должна оставить никого равнодушным. В нашу редакцию обратились родственники Гульгены Сафиной из Актанышского района. Летом девушка попала в страшную аварию. Закрытая черепно-мозговая травма, переломы и состояние комы. Ей требуется дорогостоящее лечение. На протяжении всего сюжета на экране будет номер телефона, который привязан к банковской карте семьи Сафиных. Запишите его, если хотите помочь. 30 июня перевернула жизнь всей семьи Сафиных. Тогда летним днем Гульгина поехала в Набережно-Челнинский колледж на экзамен. За рулем был односельчанин. В трассе М7 возле Мензелинска попала в страшный ДТП. В этой ДТП она получила черепно-мозговую травму, много ушибов. После аварии девушка впала в состояние комы. Сначала за жизнь Гульгины боролись врачи РКБ, затем понадобилась дорогостоящая реабилитация за рубежом. Везде все платно, порой суммы для семьи неподъемные. Дешевле всего обходилась Греция, туда и отправились. В настоящее время Гульгина находится с мамой в Греции. Они получают реабилитацию. Для этого у нас ушло уже больше 2 миллионов рублей. Нам еще надо оплатить на 2-й месяц.
Первый месяц реабилитации семья смогла оплатить. На второй заключительный денег уже нет. Зато есть надежда, что оставшуюся сумму удастся собрать. Нужен 1 миллион 730 тысяч рублей. Реквизиты на экране. Напомним, благодаря нашим телезрителям уже удалось помочь Ярославу Сухареву. Он вернулся из Германии после успешной операции. Ему помогли собрать больше 3 миллионов рублей. Часть суммы удалось найти и на лечение Марата Сайдашева. Напомним, у него редкое неизлечимое заболевание БАС. Теперь помощь нужна Гульгине Сафиной. Есть все шансы, что она пойдет на поправку. Сергей Хайдаров, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Татарстан. Казанский Кремль надеется, что запрет снюсов будет инициирован законодателями. Снюс или жевательная разновидность табака на сегодня не считается запрещенным веществом. Между тем, популярность этих подушечек с ударной дозой никотина продолжает расти. Его по-прежнему свободно продают в магазинах, в том числе несовершеннолетним. Это опасно для юного организма, говорят врачи. Здесь есть такой момент, что, к сожалению, этот жевательный табак, как правильно сформулировать, он не внесен ни в какие запрещающие вещества, и продажа его свободна, и наказать, строго говоря, за продажу, распространение этого жевательного табака невозможно. Такая проблема действительно существует. Я думаю, что наши законодатели в этом вопросе проинициируют для включения этого средства в список запрещенных. Напоминаю, в нашей редакции есть WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Он уже в шаге от своего открытия. В процессе раскопок у нас вытащили только часть фундаментов. В соборе Казанской иконы Божьей Матери одной из первых побывала Юлия Муратова. Пора на службу! Спортивную подготовку призывников Татарстана оценил Ленар Гинатуллин. В налоговых органах работают высокопрофессиональные и преданные своему делу специалисты. Алексей Песошин сегодня поздравил работников налоговой службы. ФНС России празднует профессиональный праздник. На протяжении многих лет эта служба остается верна своим главным принципам. Они, отметил премьер, гарант экономической безопасности и стабильности экономики. Завтра в Казани откроется большой форум православной общественности Татарстана. В этом году он посвящен годовщине обретения Казанской иконы Божьей Матери, и ожидается, что в нем примут участие 650 человек. Это священнослужители разных конфессий, благотворители, деятели культуры, ученые. Об этом сегодня на встрече с журналистами рассказал митрополит Казанский татарстанский Феофан. Форум можно считать своеобразным обменом опытом добрых дел, смотром и отчетом о работе, проделанной за год, сказал он. Участие примет и президент Рустам Минниханов. И власть, и общество – мы единый организм. И вот очень важно, чтобы этот единый организм, который включает в себя в том числе представителей различных религий, работал бы гармонично на благо общего нашего процветания. Общественность республики с особым вниманием и трепетом следит за возведением собора Казанской иконы Божьей Матери. Внешний облик храма уже завершен. В верхней части фасадов установлены иконы, смальты, смонтирована архитектурная подсветка. Сейчас завершается благоустройство площади собора. Много работы осталось внутри. Основное – это росписи куполов, арок и стен храма. Что же в итоге получается, все увидела Юлия Муратова. Основные работы завершены. Это единственный в России подземный храм. У места обретения чудотворной иконы воссоздан алтарь и иконостас. Все элементы из серебра и позолоты. А иконы со временем заменят на образа, расшитые мастерицами из Мурома. А в этой части храма можно увидеть, каким выглядел собор в XVI веке. А под стеклом хранится фундамент того первоначального здания. Раскопки проводили еще в 2016 году. Часть находок теперь хранится и в музее собора. Сохранена и часть стены не как конструкция опора, а как историческая память. Их не только укрепили, но и украсили живописью. Полностью повторяется рисунок, и мы постарались подойти к этим подлинным изображениям. Весь орнамент, цветовая палитра, все по калькам. Изображение полностью копирует оригинал прежнего собора. Роспись сейчас планируют и в основной части храма. Закончены работы по штукатуриванию стен, монтажу элементов лепного декора.
На данный момент идет золочение. А вот внешний собор уже готов. Фасады с экономией смальты, портики, увенчанные фронтонами, белоснежные колонны и архитектурная подсветка. На все ушло почти 4 года. Задача сразу была поставлена не просто новодел, чтобы был, а воссоздание. И насколько это возможно спустя 2 с лишним века, именно воссоздать, не скопировать, а воссоздать то, что было первосоздано. В этом сложности. Поэтому 2020 год вот он будет идти по таким активным расписанием собора, и там посмотрим. Благоустраивают и территорию собора. Каждый из этих плит хранит историю. Часть из них расположена на месте бывшей церкви и колокольни собора. Войти уже в воссозданный храм верующие смогут в 2021 году. На последний этап живопись уйдет не меньше года. Юлия Муратова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Оплатить коммуналку, получить посылку и отправить письмо. В Салават-Купере сегодня начала работать почта. Ее открыли по многочисленным просьбам жителей. В филиале Почты России в жилом комплексе теперь можно получить разные услуги. Кто первым поспешил на почту, знает Вероника Гайнудинова. Пешком пройтись, прогуляться, да? Еще вчера письмо сестре отправляла в Юдино, а сегодня оплачивает коммуналку уже в своем почтовом отделении. Любовь Панькова живет на соседней улице, говорит, в Салават-Купере давно ждали открытия. Все у меня будет связано с этой почтой. И письма отправлять буду, и получать буду. Ближайшая почта была только в Залесном. В Салават-Купере проживает уже больше 25 тысяч человек. По их просьбам сегодня и открыли отделение. Ждали, очень удобно. И вот скоро хочу пенсию сюда перенести. Письмо заказное с уведомлением, ценные бандероли. Все можно и отправить, и получить, и даже продукты купить. Через неделю нам должны привезти оборудование, и можно пополнять транспортную карту. У нас в одном помещении и почта, и телеграф, и банк. Думаю, что будет востребовано это отделение почтовой связи. В жилом комплексе есть школа. В начале этого года открылась детская поликлиника. Вот подоспела почта, а скоро достроят еще один детский сад. Вероника Гайнудинова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. В этом году в Татарстане 20 тысяч мигрантов получили помощь от юристов до соцработников. Освоиться им помогает Центр адаптации. Этот проект один из крупнейших в России. Он реализуется на средства фонда президентских грантов. Со следующего года его опыт будет внедряться и в другие регионы. К услугам иностранцев и справочное мобильное приложение. Есть и передвижной пункт помощи мигрантам в республике. Сейчас в Татарстане проживают и легально работают почти 30 тысяч иностранцев. В основном официально к нам едут работать из Турции, Узбекистана и Таджикистана. В Татарстане в эту осеннюю кампанию на армейскую службу призовут 18 тысяч человек. Сегодня лучшие из них собрались в Тюлечах. Здесь прошел финал республиканской спартакиады по военно-прикладным видам спорта. 14 команд, стрельба, разборка и сборка автомата, вождение КАМАЗа. Готовы ли призывники Татарстана к военной службе, расскажет Ленар Геннатуллин. Марсель Курбанов, будущий тренер, учится в колледже физической культуры Альметьевска. Но сегодня он не на соревнованиях по тяжелой атлетике. Вместе с другими призывниками участвует в спартакиаде по военно-прикладным видам спорта. Собираюсь взять академический отпуск, окончить после. В продолжение династии отцовской брат вместе тоже служили в морском флоте. 14 команд по 10 человек демонстрируют уровень своей физической и технической подготовки. Все как в армии. Разборка и сборка автомата, снаряжение магазина, челночный бег и подтягивание. Только стреляют здесь из электронной винтовки. В состав команды обязательно должны входить 2 человека, которые имеют водительское удостоверение категории С. Для них отдельное задание – это практическое вождение на автомобиле КАМАЗ. Среди упражнений – вождение змейкой и парковка в гараж задним ходом. Здесь каждый мечтает попасть в ряды вооруженных сил России. В какие войска пойдешь? ВДВ или ГРУ. Просто, чтобы повзрослеть, надо уж сходить. Чтобы, быть мужчиной. Ты занимаешься всегда спортом и начинаешь побольше ценить родителей своих.
В финале команды, занявшие первые и вторые места в зональных этапах. У победителей привилегии. Мы будем ходатайствовать перед военным комиссариатом о том, что призы победители, команда победители имели право выбора места службы. Ну, конечно, в соответствии со своими показателями, в соответствии со здоровьем, в соответствии с группой годности. Ребята рассуждали, 1 года в армии не хватит. Практически каждый из участников готов подписать контракт и служить 2 года. Ленар Гинатуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Тюльчинский район. Дед Мороз, Снегурочка, финский Санта-Клаус, удмуртский Тол-Бабай, Кикимора Вятская и другие сказочные герои поздравят Кыш-Бабая. Его резиденции 10 лет. 23 ноября в Казани праздничным шествием они пройдут от площади 1 мая у Казанского Кремля, откроют почтовый ящик Кыш-Бабая в здании Манежа, дадут старт зиме у мечети Кул-Шарифа и поздравят всех казанцев с наступающим Новым годом. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи в 21:30. Здравствуйте! О погоде на 21 ноября после интересной информации. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Тогда звоните в Данил Мастер 2-167-166 или загляните на сайт danil-master.rf. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево температура станет немного выше. Днем -9, без осадков. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также 9 градусов ниже нуля, будет солнечно. На севере Татарстана, Менделеевске, Агрызе, Менделинске синоптики осадков не обещают, до 10 мороза. На северо-западе, в Варске, в Кукмаре, Балтаси солнечная погода, днем воздух прогреется до 8 градусов ниже нуля. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжано -6 и солнечно, вполне комфортная погода для этих дней ноября. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше переменная облачность, без осадков и -10. В пятницу температура начнет повышаться, местами пройдет снег. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Самые грозные заболевания опорно-двигательного аппарата «Доктор Ост» лечит так, как не умеют нигде. Забыть о боли в спине и суставах помогают умные машины, способные заменить и лекарства, и протезы, и даже скальпель хирурга. Роботы могут справиться со сколиозами, грыжами и протрузиями, артрозами и невралгиями. Болевой синдром обычно уходит уже в течение первой процедуры. Чтобы боль не вернулась, тренируются мышцы, суставы и связки. Передовая технология доступна исключительно в «Доктор Ост» в Казани. Дистанционное дробление камней в почках. Без боли, без операции, бесплатно. По полисам ОМС. Клиника Фарм-Т. 292 66 77. Дистанционное дробление камней в почках бесплатно по полисам ОМС и безболезненно в клинике Фарм-Т. Успейте записаться по телефону в Казани 292 66 77. О погоде в столице Татарстана. 21 ноября в Казани переменная облачность, дневная температура 6-8 мороза. Ветер западный слабый. Атмосферное давление 776 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.